Миром правит любовь, любовь Всевышнего к своим творениям, а людей к Творцу и всему, что Он создал в обоих мирах. Благостны пути встречи, причиной которых являются те же светлые чувства. Жарким июньским днем столица солнечного Дагестана привела нас любовь к великим сыновьям башкирского народа Зайнуле Расулеву и его ученику Баязиту Хайруллину. Их одеяния глубоко чтятся на этой земле, и именами названы две новые мечети в столице Горной Республики. Организованная Дагестанским национальным центром Дома дружбы народов Республики Башкортостан поездка в Махачкалу началась с посещения резиденции муфти Республики Дагестан Ахмада Хаджи Абдуллаева. Башкиру мы считаем своими старшими братьями. Я почему это подчеркиваю старшими? Потому что вот это учение, то, что осчастливил Дагестан, это от Зайнула Ишана исходит. Поэтому я говорю, старшие братья. Делегация из Башкортостана приехала к нам в гости во главе с председателем Дагестанского национального центра в Башкортостане. Среди них писательница и другие уважаемые люди из Уфы. Они изъявили желание посетить вас. Я хотела вам подарить книгу о Зайнулла Ишане, которую я написала. И там написано, как передал, в каких обстоятельствах Зайнулла Ишан Сильсиля передал Сейхулла Хади Башларову. Зайнулла Ишан в свое время оказал доверие, наставничество дагестанцу. Это мне очень приятно. Своих родственников тоже доверил дагестанцам. Восхищены вашей республикой, восхищены вашими устоями, вашими традициями, вашей культурой, которая ощущается в любом уголке, в каждом уголке вашей республики. Всего джамаата, братьев, мусульман, муридов, огромный вам салям, слава благодарности, то, что вы нас поддерживаете, не оставляете. Газета «Ассалам» нас радует, на башкирском языке читаем, альхамдулилля. Я являюсь редактором башкирской газеты «Ассалам». Газета очень нравится всем нашим читателям. Думаю, что у нас еще контингент расширится. У нас выписывают не только башкиры, проживающие в Башкортостане, и те, которые проживают за пределами в Челябинской области, Оренбургской области. Ждут, любят нашу газету. Иляхи антамасуди варидака матлуби, это должен быть нашим лозунгом. Мы преследуем только довольство Всевышнего. Вот что мы хотим. Цель газеты тоже вот это. Иляхи антамасуди варидака матлуби. В этом деле, конечно, у вас вот то, что на башкирском, татарском, распространится это. Очень распространится. В следующий раз, когда приедете вы цифры совсем другие будете озвучивать. Обращение муфтия, его теплый и душевный прием, словно нектар, чья живительная сила раскрывает духовный потенциал, вдохновляет и окрыляет. Мы всегда видели доброжелательные отношения. И если посмотреть даже книги Хатиралар, воспоминания Заки Валиди, там также пишется, как наши предки, его родственники, его отец встречал делегацию из Дагестана, когда они приходили именно, наверное, вот Зайнулла Ишану. Вот так они ценят, они любят, они благодарят Всевышнего, что вот этот путь именно вернулся им из наших краев, из наших предков, из нашего любимого Зайнулла Ишана Расулева. И поэтому я всегда чувствую вот эту теплоту, уважение. И это, конечно же, не наша заслуга, а заслуга наших предков, заслуга наших ученых, заслуга нашей истории, которая связана напрямую с пророком, алейхиссаляту вассалям. После встречи с Ахмадом Хаджи Абдуллаевым делегация была приглашена в мечеть, названную именем славного сына Башкир Зайнуллы Расулева. Мечеть располагается в центральной части одной из самых длинных и шумных улиц Махачкалы, проспекте Али Гаджи Акушинского.
Молитвенное сооружение впечатляет архитектурой и своими размерами. Говорят, что она может вместить до 5000 прихожан. Внутреннее убранство мечети великолепно. Имам хатиб мечети Мухаммад Килесханов провел для делегации из Башкортостана небольшую экскурсию. Это дорожная, придорожная мечеть, и поэтому сюда очень много людей посещают ее, приходят, восхищаются ее архитектурой. Вот. Некоторые загородные мечети, которым понравилась архитектура этой мечети, уже переняли у себя и используют эту архитектуру. У нас есть 2 квалифицированных муаллима, учителя. Они обучают детей. У нас очень удобный график, подстроенный под школьников. Также у нас при этой мечети есть мадраса. Здесь проходит повышение квалификации имамов. Приезжают со всей России, обучают очень такие специалисты квалифицированные. Так что в этом плане у нас, альхамдулилля, все хорошо. Я давно интересуюсь личностью великого шейха Зайнуллы Расулева. И даже во время обучения в Российском исламском университете для дипломной работы я выбрала тему, которая изучает жизнь и деятельность Зайнуллы Шана. И поэтому для меня поездка в Махачкалу очень значима. Я знаю, как относятся в Дагестане к нашему великому богослову. Очень приятно видеть, что в центре города Махачкалы открыта мечеть имени Зайнуллы Расулева. После полуденного намаза делегация поехала в Тарки. Это поселок, входящий в состав города Махачкалы и расположенный на восточном склоне горы Тарки-Тау. Археологические раскопки выявили, что люди обжили эти места еще во 2-м тысячелетии до нашей эры. С тех самых пор эти земли не пустовали. Но наш интерес был прикован к другому объекту. Мы жаждали увидеть мечеть, названную в честь еще одного нашего соотечественника, сына башкирского народа, шейха накшбандийского тариката, мюрида Зайнуллы Шарифи Баязита Хайруллина, прожившего последние 30 лет жизни в этом поселке. Основную часть населения Тарки составляют кумыки. Их язык понятен для нас. Мечеть располагается у кладбища, где покоится шейх Баязид. И всегда вопрос вставал о том, чтобы построить и в этом ауле мечеть. Так вот, один из меценатов, праведных, хороших людей, шейх Муртазали, он взялся за это дело, построил эту мечеть. После того, как построили, на самом деле решили назвать эту мечеть в честь шейха Баязида, так как место захоронения и кладбище, где был захоронен шейх Баязид, находится буквально в нескольких метрах от этой мечети. Мы поехали вместе с его родственниками, которые потеряли связь, которые хотели узнать, которые с намерением узнать, как прошла его жизнь духовная, мирская. Взяли шаджаря родословные, и чтобы узнать про Дагестан и ислам, который вот этот благодать, тарикат накшбандийский от наших предков перешло к ним. Раудату аль-Муршид аль-Камиль, место захоронения полноценного муршида Камиля, что есть шейха или Аллахи, аль-Хадж Баязид. Там еще написано, что он хадж. Возможно, что он совершил хадж. Возможно, нет. Хадж Баязид, ибн Хайруллин, сын Хайруллина, аль-Казани. Именно здесь написано, что он казанский. Аль-Халиди, аль-Нахшибанди. Это вот то, что его направление суфийское, нахшибандийское, именно Халидия. وهو أخذ الطريقة عن شيخه. Он взял этот тарик, вот этот путь суфийский от своего шейха Ахмад Джаман Кири Ван Аль-Хадж Зайнулла. То есть он от Зайнуллы взял. Также у него 2 шейха были, получается. Он у 2 взял изну. У великого богослова Зайнуллы Расулева было очень много последователей среди башкир.
Были и мюриды, которые получили у него иджазу, получили иджазу на лечение, такие как Мужавир Хазрат. Получили иджазу на воспитание муридов, такие как его сын Абдрахман Хазрат. Он и был у нас муфтием в годы Великой Отечественной войны. Вот. И таким же мюридом у него был и Баязид Хайруллин. Он долгие годы жил в Троицке, даже работал у него кучером, а потом уже он переехал в Дагестан и долгие годы прожил на чужбине. Он был уважаемым человеком в Дагестане, это видно, как к нему относятся. Если бы его не почитали, не дали бы его имя мечети. Гробный камень был написан его близким другом, как говорится, его соратником, местный Абдурахман его звали, Абдурахман Мулла, он был один из наших ученых имамов. Они очень тесно дружили, с семьями дружили и жили тоже по соседству, в принципе, Абдурахман Мулла и шейх Баязид. Вот он написал в Казани, видимо, тоже ошибся, я не знаю, откуда он взял, написал. Мы, как бы опираясь на то, что написано на огромном камне, написали, что он из Казани, да. Ну, если это документально уже чуть по-другому, да, нужно будет как-то, как говорится, корректировки ввести. Были на заседании Всемирного Курултая Башкир, как раз сделали презентацию и вручение вот этого генеалогического дерева. Да. Родословная книга, или же по-нашему, по-вашему тоже, наверное, по-татарски Шишара. А он родом из рода кудейцев. Вот. Мы собрали Шишара с 15 века, Таналы. Это, если моего внука включать, 27 поколений с 15 века. Это только вот Иштуган, его прадед Баязита, это указной Мухтасиб. Он, видимо, и под влиянием своего прадеда эту линию выбрал, да, понимаете? Вам величайшее спасибо всему дагестанскому народу, я и муфтию. Сегодня эти слова передал и от родственников, и от имени. Вам великое спасибо. Мы очень гордимся своим предком, славным сыном башкирского народа. Он башкир из рода Кудей, он наш. Как оказалось, приписка к фамилии Казанский не связана с географическим местом рождения или проживания Баязита Хайруллина. Современники рассказывали, что тем самым он хотел оградить своих многочисленных родственников, проживающих в башкирском селе Новокулево Нуримановского района, от репрессий и гонений, которые были многочисленны в первой половине XX века. Он был очень аскетичным человеком, богобоязненным человеком. А на самом деле никогда он на чужое имущество, да, не посягался, даже, как говорится, в сторону чужого имущества даже не смотрел. Да, вот до такой степени он богобоязненный человек был, очень знающим, грамотным человеком был. Но грамотных, знающих, в принципе, здесь местные тоже были. Но местные, они ограничивались тем, что они знали арабский язык и кумыкский, да, соответственно, тюркский язык. А вот в те времена русским языком немногие владели. А шейх Баязид, он владел и русским языком. Даже было время, когда здесь уже немцы, да, близко подходили, уже там в Осетии. Все думают, что они и сюда дойдут. Они листовки разбрасывали на русском языке. И рассказывает даже Абдурахман Мулла, ему попалась одна из листовок, и там на русском языке призывы, да, там, что ну, Германия как бы там придет, он идет с миром, со свободой там и так далее. Переходите да, на сторону. Переходи на сторону. Ну, так призыв, да, ну, да, как обычно. Листовки да? для этого. А этот на русском языке он-то не умеет читать, Абдурахман Мулла, хотя он хороший арабист, он хороший большой ученый был. Он ему показывает, он Баязид как прочитал и сказал, нет, говорит, такого не будет. Они сюда не дойдут, он сказал. В Абдурахман Расулевой книге я написала, чтобы ният совершился, надо рибавет и рамель. Рибавет – это
молиться Богу, гамаль делать что-то. Если мы делаем, ребят не делаем, у нас тоже нет, не получится. Если нет, делаем, гамаль не делаем, тоже нет, не получится. Вот Абдурахман Расулев тоже ребятам помог. И это Баязид Хайруллин тоже помог своим ребятам, своим намазами, своими молитвами, своим дуа. Когда мы посетили мечеть, а потом сделали зиярат к его могиле, вот эти эмоции, которые меня переполняли, это не описать словами. Я плакала, не переставая. С одной стороны, было очень обидно, что такие великие шейхи жили далеко от своей родины, но с другой стороны переполняла гордость за нашего такого сильного богослова. Его могила находится недалеко от могилы великого аварского писателя Расула Гамзатова. В это кладбище приезжает очень много народу, и каждый, когда заходит на территорию кладбища, каждый подходит к этой могиле, к могиле Баязида Хайруллина, читает Коран и дальше уже проходит к другим могилам. Это говорит о том, что в Дагестане его знают, в Дагестане он очень почитаемый богослов. И вот тоже второе мое предложение – почему бы нам, хотя бы в Нуримановском районе, на роде нашего богослова, не открыть мечеть, которая будет носить имя Баязида Хайруллина. Со дня открытия мечети обязанности имама или будуна выполняет Ахмад Хаджи Бадрутдинов. Раух намазы тоже были, да, каждый год. Бывает, почти полная бывает мечеть, здесь алчане проходят. А ваши родственники не знали его? Вот ваши отцы? Знали, конечно. Мои отцы тоже знали его, да. Может, даже обращались к нему, да? Ну, это же поселок не такой уж большой. Вот что говорил ваш отец? Может, даже каждый день общались они. Да. Хороший человек, говорили. У меня ученики тоже были. Он обучал тоже детей Корану, да. Тайно, наверное, обучал? Да, тайно. Тогда же запрещали. Даже вот дети в мечеть не могли ходить. Мы о нем даже вот про жизнь не знали, что он шейх. Понимаете, после смерти уже узнали, что он был таким великим человеком. Обе мечети, названные именами башкирских шейхов Зайнула Расулева и Баязида Хайруллина, были открыты в один день, 1 августа 2016 года. С тех пор 5 раз каждый день азан оглашает окрестности этих домов Аллаха, созывая мусульман к молитве, а в месяц Рамадан и на таравих намазы. День ото дня растет количество обучающихся знаниям мутаалимов. Наш земляк Баязид Хадрат в раннем возрасте уехал из родного села, перенося тяжести, трудности мирской жизни, получая образование, получая образование у шейха самого Зайнула Ишана, служа ему, он перенес все тягости ради довольствия Всевышнего Аллаха, чтобы спасти, чтобы сохранить этот путь, нахшбандийский путь тарикат. И видим, что именно когда возникает вопрос, именно почему не в Башкортостане, а почему в Дагестане сохранился этот путь, в этом мы видим мудрость того, что Господь сам пожелал, чтобы мы через некоторое время увидев, вернулись к этой пути, ценили человек, сущность человека такова, пока он не потеряет, он не осознает, пока не потеряет, он не понимает дорогого. Поэтому вот этот путь, который наш Зайнулла, которого мы считаем своим, и этот путь нахшбандийский считаем своим, иншаллах, проходя времена, в целости и сохранности вернется, и наш народ, наши предки, наша нынешняя молодежь, осознавая
поймет и увидит эту красоту. Заветная мечта Гафуана Саитовича и его супруги Нафисы Мужахидовны посетить мечеть и могилу дяди сбылась. Недаром наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, в своем благочестивом хадисе сказал: «Тому, кто построит мечеть, даже с размером гнезда куропатки, Всевышний построит дом в раю». Духовно-просветительский центр имени пророка Исы, мир ему, одна из самых грандиозных строящихся проектов в нашей стране. Сегодня болотистое место на глазах преображается в цветущий сад. На 35 гектарах развернулась работа, масштабы которой поражают всех. Главная особенность и уникальность этого центра – то, что он строится на народные деньги. Как наш муфти говорит, что дагестанская женщина – это не слабый пол, а сильный потолок. Почему сильный потолок? Потому что именно в этой мечети наша женщина, не только дагестанские, все женщины России внесли большой вклад, именно начиная вот с этой стены, видите, вот эта стена, вот где 4 колонны, вот где двойные колонны, вот этот угол вообще является женским уголком. Именно вот здесь под зеленым куполом мы хотим, чтобы у нас была музейная часть. Выставим вот эти реликвии и плюс традиция, культура народа Дагестана. Почему история Дагестана, история ислама Дагестана начинается с подвижников, которые приехали к нам, которые похоронены в Дербенте, 40 сподвижников, не только там, и в Хунзахе, и Кизилютовске у нас похоронены сподвижники. У нас есть здесь здание размерами Кааба, высота, ширина и длина, мы ее специально построили, это отдел хадж. Она будет обшита черным стеклом. Люди, которые проезжают по новой трассе, которые проезжают по этой трассе, едут с аэропорта, увидев вот это само здание формы Каабы. Люди, кто не был хаджи, автоматически сделают намерение. Даже кто был, уже они ностальгия вспомнит хадж, чтобы именно вот это само здание она воспитывала. У нас еще будет здесь женский хидаят-центр, фонд Инсан, отдел хадж. Здесь будет еще бесплатная столовая для тех людей, которые нет средств. Всем миром надо помогать. И я тоже всей душой желаю им, чтобы этот мечеть построился. Здесь наши дети учились, сюда приходили молиться. И когда она достроится, мне будет 80 лет, я желаю, чтобы я дожила до этого периода и пришла этот мечеть совершить намаз. Мечеть пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, площадью 32 тысячи квадратных метров, вместит около 23 тысяч верующих. В проекте зоны для поклонения, омовения и даже знакомства туристов с миром ислама. У прибрежной зоны аллея из редких видов деревьев. Она более 1,5 километров. Среди редких видов секвойя Софият, названные в честь самой красивой супруги посланника Аллаха, салляллаху алейхи вассалям. В природе секвойя вырастает до 110 метров в высоту и до 8 метров в обхвате. Среди раритетов и деревьев, посаженные нашими соотечественниками в честь Зайнула Аш-Шарифи и его сына Габдрахмана Расулева. Вот тот тасбих, который делает первому, тому, за кого мы сделаем намерение. Теперь представьте, она идет в первую очередь Зайнула Шарифи и тем жителям Поволжья, и тем жителям Уфы, от которого мы ее посадили. Тот тасбих, та радость, та дуа, которую люди делают, это идет вам в первую очередь. Сколько радости она несет, скажите, да, и мы к ней выдаем сертификат, памятный сертификат, который хранится, у вас, наверное, она есть где-то хранится, и вот табличка, пока она табличка здесь закручена, но потом уже, когда аллея все завершится, здесь будет такая мраморная табличка, что мы могли пройтись, почитать и вот коснуться истории. Это будет не просто мечеть, а место единения и уважения взглядов, религий и национальностей, центром созидания и распространения знаний. А пока... Давайте вместе строить духовный центр. После теплых встреч с муфтием республики, алимами, увековечившим память славных сынов башкирского народа, мы еще раз осознали, что главное достояние – это люди, основным стремлением которых стало воспитание молодого поколения в уважении к исламу, распространение знаний и укрепление веры, стремление к согласию и миру.